Уже 385 лет над Якутском восходит солнце. И каждый наступающий день – это новая глава в летописи северной столицы. Как преображается наш общий дом? Предлагаем совершить видеоэкскурс по любимому городу. У Антуана де Сент-Экзюпери есть строки: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету». Герой нашего рассказа – Петр Петрович Копырин, инженер-гидротехник, знающий толк в круговороте воды в природе. Его бригада принимает участие в проекте реконструкции городского канала. На первый взгляд звучит несказочно, но увидев фотокадры городских озер под грифом «до» и «после», вы приятно удивитесь. В нашем городе 34 озера, больших, а также мелких водоемов. С позапрошлого года наше предприятие «Якутдорстрой» активно работает над проектом восстановления проточности городских водоемов. Действительно, в недавнем прошлом большинство городских озер находились в плачевном состоянии. Но благодаря неприметной на вид речке Шестаковка решение этой проблемы стало реальным. Шестаковка спускается с гор и, разделяясь на 3 рукава, несет свои воды через весь город до самой реки. По Малому кольцу впадает Сайсарское озеро, Талое, Хамустах и до Даркалахской протоки. После расчистки и углубления дна по руслу Шестаковки этой весной поток свежей воды составил 1,5 миллиона кубометров и прочистил многие озера. Сейчас бригада Якутдорстроя продолжает работать на территории так называемого Большого кольца. Это расстояние от Шестаковки до Атласовского озера. От этой реконструкции зависит экологическое состояние таких озер, как Сергелях, Хатынурях, Белое озеро и Мархинка. Как считает Петр Петрович, не за горами тот день, когда горожане будут гордиться первозданной красотой многочисленных озер долины Туймада. Еще одна любопытная история произошла со следующим героем нашего времени. Наша редакция находится в Курашова, 46, и с окна постоянно видели это озеро. Озеро было заброшенное, заросшее камышом, тиной. И у нас задумка появилась как-то облагородить это озеро, что-то запустить. И в прошлом году мы решили написать проект. Проект называется у нас «Лебединое озеро». Выиграли грант. Первым делом огородили все это дело и закупили птиц у птицеводов наших. Сейчас в данный момент у нас 2 лебедя, 16 разных этих гусей. Остальные там 11 всего этих разновидностей, 70 этих живностей у нас. Если задаться вопросом, каков же алгоритм осуществления мечты, то все начиналось с идеи «сделать добро». Затем оно переросло в желание принять участие в проекте «Народный бюджет». Кстати, за несколько лет в пределах города было реализовано более 150 социально значимых проектов, и среди них экспериментальная зооплощадка «Лебединое озеро». Раньше у нас как был охотник, где не увидят что-то утка, сразу за ружье хватали. А сейчас сразу как увидят, сразу за фотоаппарат берутся. Семьями приезжают на машине, даже пожилые люди приходят и там часами сидят. И приятно, когда кто-то подойдет, благодарит за это дело. Мы стараемся для всех горожан, чтобы это место стало еще красивее. И уже как-то мы на днях провели, мы посчитали, сколько человек приходит. С 10 утра до 10 вечера, это в час где-то 50 человек. Это где-то 500 человек у нас это приходит. Но это нас радует, людям
И что хорошо, вот молодожены уже несколько раз приходили. Я все говорю, вот лебединая верность. Как раз при мне было, там подошли, и лебеди, они так-то не подплывают, и к ним прямо подплыли молодоженам. Но это хорошая, думаю, это хорошая примета. Это, думаю, что это уже как бы они на всю жизнь, это их благословили, эти наши лебеди. Действительно, это озеро стало центром притяжения позитивных событий и эмоций. Хотим вообще, чтобы сеть вот этих городских каналов, она стала любимым местом именно для отдыха горожан. По организации улично-дорожной сети, скорее всего, мы, да, будем над этим задумываться, но мы, например, еще как хотим, вот эти два двора, которые вокруг озера Щорса, например, пустить в следующем году именно по федеральному проекту «Комфортная городская среда» на благоустройство. И тогда у нас вот эта комплексность, то есть как бы все в комплексе, оно ежегодно будет улучшаться. И на следующий год, я надеюсь, мы завершим работы по комплексному благоустройству этой территории. И на озере Щорса сейчас тоже Евгений Желобаков, художник из Москвы, ведет работы по, значит, росписи стены. Но я думаю, что многие жители заметили, вот в этом году мы второй год, значит, уже планово идем по, например, стрит-арту. В этом году мы пригласили художников извне. Мы специально с Национальным художественным музеем сделали акцент вот на таких ярких пятнах. У нас уже на Талом озере, значит, появилось произведение итальянского художника Агустино Якурчи. Самое главное – это эмоции, это живые эмоции, это жизнь города. Сколько людей туда приходит, это вот сейчас уже видно, что именно вот такие качественные преображения, они меняют настроение города, настроение людей. По Талому озеру решение принято, значит, благоустроить мост пешеходный. Там, где у нас стоит карась, он будет преображен. На самом деле, то, как выглядит город, я всегда говорю, это прежде всего наши отношения. То есть, на самом деле, город – это отражение нашего общества. Вот какими мы будем, будут ли социально ответственные наши застройщики, готовы ли они вкладывать средства именно на архитектурный облик. Это все зависит от того, какой запрос общества. Облик северной столицы меняется на глазах. На сегодняшний день строительство и ввод нового жилья увеличились более чем в 2 раза. И это лучший результат в регионе Дальнего Востока. У нас должно быть построено более 1 миллиона квадратных метров жилья. Так что, тоже, скорее всего, люди замечают то, что квартала действительно вот развивается. Очень большая застройка идет. Некогда деревянный город уходит в небытие. Привычные стандартные двухэтажки советской эпохи, отслужив свой век, передают пальму первенства современным высотным зданиям. Галина Абрамовна Кесарова более 40 лет проживала в так называемой деревяшке и недавно справила долгожданное новоселье. Ждали, скажи, ждали и дождались. 1 сентября будет 2 месяца, как мы здесь уже живем. У меня было 34 квадрата, а здесь вот я получила 45 квадратов. Вспоминая былую жизнь в аварийном доме, Галина Абрамовна до сих пор не верит, что в ее жизни произошло приятное событие. Например, если посуду мыть, мы грели воду, стирать, грели воду, также выносили. Помоешь, постираешь, все надо вытаскивать, выносить эту воду. Вот так вот и жили столько лет. Сказали, что подождите, мол, это вот в 2017 году будут сносить вас, и вы получите новую квартиру. Вот ждали, надеялись. Не думали, конечно, а тут вот дождались. Думали, это нас переселят куда-нибудь в такие дома, но опять же, с деревяшки в деревяшку. И мы довольны, нормально. Хорошо, что здесь тихо, спокойно, во-первых, что вот все, как говорится, благи те, что все условия есть. Жизнь в новом доме постепенно обустраивается, и впереди у Галины Абрамовны много счастливых дней в красивом благоустроенном доме, где приятно пройтись по двору, наблюдая за играми внуков. Вот приходите вы, дом построен, но пока нет благоустройства, оно все выглядит серо и неуютно. Вот вы когда положите асфальт, сделаете дорожки, дом преображается, он сразу становится живым. Николай Ильич в молодости мечтал стать автодорожником, но по воле судьбы получил профессию дорожника, о чем нисколько не жалеет. Более 40 лет он трудится во благо людей. И на этот счет у него есть интересный аргумент. Наверное, где-то какие-то там камушки лежат у вас в шкатулке. И что?
Вы их посмотрите один раз, может быть, 3-4 месяца. Да, они вам греют душу и так далее. Но это ваши единичные. Вот построим мы вот эту площадку. Сотни людей будут пользоваться. А если взять по всему городу, десятки тысяч людей. Так у кого больше будет впечатлений, гордости и радости, а? Нашей продукцией пользуются абсолютно все. Независимо от того, бедный человек, богатый человек, детен или уже престарелый, пользуются все абсолютно. Николай Ильич еще в советские времена приехал в Якутию за романтикой, чтобы воочию увидеть зеленое море тайги, северные рассветы и закаты, да так и остался, полюбив этот край всем сердцем. Мне кажется, трудно найти улицу, где бы я не принимал участие в составе наших товарищей, коллег моих, дорожников. Уж такова специфика работы дорожников на севере – за короткое лето обустроить дворы и улицы города. В этом году у нас по ремонту, реконструкции и капитальному ремонту всего 12 объектов. Общая протяженность составляет примерно 12 километров. Это без учета ямочного ремонта, который у нас проводится в рамках текущего содержания автомобильных дорог. И из 12 объектов у нас завершены это несколько объектов. Чернышевского, допустим, завершенный объект и центр. Сейчас мы работаем по Черяево улице, как мы могли заметить. Петра Алексеева также вышла на завершающий этап. И вот как раз таки у нас идет и кальвица, и вот строительство круговых развязок. Мы снимаем разгрузку с других улиц, которые примыкают непосредственно к данному объекту. И получаем безопасность дорожного движения. Яркий пример – это круговая развязка по 50 лет октября. Уютный и комфортный город – это не только хорошие дорожные магистрали, но и цветущие зеленые островки, радующие глаз и поднимающие настроение. В этом году действительно город включился в федеральную программу «Комфортная городская среда», и у нас наконец-то появились возможности финансовые. Вот, мы сейчас разрабатываем программу на 5 лет, вот, и в этой программе как раз особое внимание уделяется именно созданию общественных пространств. Это скверы, парки. В этом году, например, на бюджетные средства у нас обустраивается 9 скверов. Вот, из них некоторые большие, например, бульвар Учителя – это очень большое общественное пространство размерами где-то 200 на 40 метров. Вот, это практически целый будет такой парк с игровыми площадками, в котором будут отдыхать жители Октябрьского округа. Сквер Романа Дмитриева с памятником. Вот, это очень серьезное сооружение рядом с Комсомольской площадью, которое практически 3 года эта работа велась. Очень много скверов обустраивается самими жителями. То есть, например, на средства народного бюджета. Есть у нас спонсорски привлеченные средства, есть просто жители, которые сами тоже обустраивают. Например, сквер «Девочка с олененком», он был начат в прошлом году. В этом году вот с помощью спонсорских средств этот скверик тоже обустроен. Появилось такое пространство по улице Лермонтова. Как мы идем по программе, где-то 20 скверов в год, мы практически так идем. В прошлом году было у нас где-то 16 скверов уж точно обустроено, таких вот более серьезных, плюс несколько сквериков маленькие, например, такие скверы, как рядом с зданием Нордхауса по Орджоникидзе. Вот, в прошлом году страховая компания «Стерх» на свои средства дополнила памятник страховщику еще и скамеечками, фонарями дизайнерскими. Пусть они небольшие, пусть они, может быть, не того качества, которое там соответствует 21 веку, но тем не менее они сделаны с любовью, от души, и они, конечно же, влияют на именно комфорт городской среды, что очень важно в наше время. Северный город живет в ногу со временем. Теперь понятия расстояние и время не играют роли, когда действуют современные автоматизированные системы. На сегодняшний день получить муниципальную услугу, сидя в доме, это очень удобно и актуально стало. Во-первых, это экономит время, во-вторых, экономит силы и дает широкий выбор по получению этих муниципальных услуг. Начиная, если взять пример, начиная с рождения ребенка, можно уже, сидя дома, получать услуги. Допустим, записаться тот же в ЗАГС для получения свидетельства о рождении. Когда получится свидетельство о рождении, можно записать ребенка в дошкольное образование, то есть детский сад.
После детского сада можно записаться в школу уже в зимний период, да? Во время февраля, по-моему, начинается уже запись. Все это можно сделать электронно, через наши федеральные ресурсы и республиканские. Наш город способствует в переводу этих муниципальных услуг в электронный вид, и поэтому гражданам сейчас, сидя дома, очень удобно это получать. Такие услуги, как электронная ЖКХ, вопросы, связанные с земельными отношениями, обращение граждан в муниципалитет со своими насущными проблемами, участие горожан в развитии города – это стало повседневным делом. На сегодня население города Якутска, если около 300 тысяч человек, то зарегистрировано на портале госуслуг около 50 тысяч человек. Это означает, что люди начинают понимать удобства, понимать простоту вот этих использования, получения этих услуг, и с каждым годом их становится больше. В скором времени новые технические возможности позволят горожанам совершать виртуальные путешествия по старинным улицам Якутска. И сейчас вы видите процесс лазерного сканирования зданий на площади Дружбы народов. Этот уникальный проект называется «Реконструкция исторического пространства Якутска». Мы рады тому, что появляются новые красивые здания, но в то же время мы хотим знать, каким же он был в разные времена. В виртуальном пространстве сможем совершить как бы некое путешествие во времени, увидеть наш город в разные эпохи. Этот проект будет являться частью музея города Якутска, который сейчас вот создается. Мы сейчас вот поставили перед собой задачу как раз вот 3 площади. Площадь Дружбы народов, площадь Ленина, площадь Орджоникидзе реконструировать в разные времена. Как это может примерно выглядеть? Используя лазерное сканирование, это вот точка, с которой производилось сканирование, были определены точные габариты и основные точки вот этих всех зданий, которые окружают эту площадь. По ним в программе трехмерного моделирования были построены объемы этих зданий. И таким образом мы уже, имея размеры этих зданий, можем к ним уже начинать накладывать уже исторические здания, те здания, которых нет. Вначале мы, используя данные измерения, выстраиваем трехмерную модель его в первом приближении. Затем накладывается так называемая текстура, то есть как эта башня в цвете примерно должна выглядеть. Уже тут появляются отдельные детали, которые показывают его вид этой башни в разные этапы времени. Ну а дальше, когда музей города Якутска уже будет функционировать, этот процесс, проект, наверное, тоже будет продолжаться, и тогда, в принципе, наверное, мы сможем с более или менее высокой степенью точности воспроизвести город в разные времена. Но если не все, то хотя бы те исторически значимые здания. Использование новых технологий в разных областях жизни становится велением времени. И сегодня технопарк Якутия привлекает молодых и талантливых предпринимателей для развития инновационно привлекательных проектов. Ну, идея пришла на самом деле очень просто, да? То есть у нас есть проблема того, что у нас холодно, и на улицу выходить зимой не всякий хочет, да? И захотелось бы просто удобства для себя лично, как можно заказать продукты питания на дом. И попробовали, у нас же есть оптовые базы. Мы подумали, было бы очень классно, если бы можно было возить продукты питания по ценам оптовой базы людям и создать такую программу. Мы начали работать над этой программой и создали такой инструмент, который позволяет загружать очень большое количество товаров за очень короткое время. И поэтому мы не стали ограничиваться продуктами питания. Мы сделали общий гипермаркет нашего города. Команде проекта PriceBox удалось раскрутить новый бизнес всего за 2 месяца. И они доказали, что время умных продаж – это эффективно и востребовано. Это стартовая страница, то, что видит человек, когда только заходит в приложение. Каталог магазинов. Выбираем какой-то конкретный магазин, выбираем товар, который хотим заходить, переходим в корзину и оформляем заказ. Забиваем свое буквально имя, телефон, адрес доставки, какой-то комментарий, может быть, и уже можем отправлять. Все максимально просто.
И сейчас с нами уже порядка 100 компаний уже работают. Да? Самое главное наше достижение – это то, что на нас обратило внимание очень крупное агентство федеральное, которое занимается продажей франшиз по России. И сейчас они на нас обратили внимание, сейчас мы уже продаем франшизы. То есть мы сейчас вышли на международный уровень. В чем же секрет успеха молодых предпринимателей? У меня семья есть. Я хочу, чтобы моя семья в первую очередь ни в чем не нуждалась. Вот это мой первая и самая главная мотивация в жизни. И, конечно, вера в наш проект, что он выстрелит, что он будет приносить нам и доходы, и статус. Новая экономическая модель столицы делает ставку на конкурентоспособность, инновационные знания и технологии, продвижение креативной экономики во всех отраслях, начиная с культурных ценностей. Мы активно позиционируем наш город как город, столица Арктики, город, сердце, как говорим, севера. Те идеи, которые мы осуществили последние 5 лет, мы установили рекорд Гиннесса по Осохе, по Кумсапитию, по массовому участию людей в национальных костюмах. Не только эти рекорды, но и зимние виды спорта, когда мы зимой выходим всем городом. Последние годы, 5-6 лет, активно позиционируем фестиваль «Зима начинается с Якутии», который очень нравится тоже горожанам. Там все виды нашей деятельности. Там и питание, там и одежда, там и праздник Строганина, там и спорт, здоровье. Такие общественные резонансные движения исходят из самих горожан. И поэтому они как бы народные идеи, и поэтому они поддерживаются и самим народом. Это не откуда-нибудь сверху кто-то говорит, кто-то указывает, вы должны выйти и сделать то-то, то-то. Но это именно идея людей. В этом плане нашему городу повезло, потому что это город, я считаю, город талантливых, город таких креативных людей. Наш город, наша республика впереди планеты всей, и поэтому после нас какие-то такие движения, какие-то эти направления идут уже во всех городах, и каждый раз замечаешь, и каждый раз к этому очень удивляешься, да, что мы это можем. Этот позитивный посыл понимают и принимают наши дети. Жанна Слепцова, ставшая победителем конкурса сочинений о любимом городе, пишет: «Вместе мы сила. Давайте превратим наш город в цветущий сад, рай на земле. Пусть все, кто приезжает к нам в гости, скажут: Якутск, ты прекрасен, я вернусь к тебе». Вот и написана еще одна глава в летописи северной столицы. История созидания горожан во благо родного города продолжается.